Добрый день, дорогие зрители! Мы продолжаем серию концертов в рамках республиканского проекта «Музыка для всех» и творческого проекта «Рояля. Волшебные звуки», подготовленного отделением фортепиано детской школы искусств номер 2 города Якутска в сотрудничестве с коллективом библиотеки 3D Лубинского округа. В этом году вся мировая общественность отмечает 250-летие со дня рождения великого немецкого композитора, пианиста, дирижера, венского классика Людвига ван Бетховена, который и по сей день является самым исполняемым композитором во всем мире. Творчество Бетховена охватывает множество жанров. Симфоническое творчество составляет 9 симфоний, 9 концертов, более десятка симфонических увертюр и музыки к театральным постановкам. В жанре камерной музыки написано 16 струнных квартетов, фортепианные струнные трио, сонаты для скрипки, виолончели и фортепиано, произведения с участием духовых инструментов, струнные квинтеты, вариации и другие. Фортепианное творчество, помимо 32 известных сонат, Бетховену принадлежит множество одночасных пьес, более 20 циклов вариаций и более 30 богателей, включая знаменитую богатель Элизия. Перу Бетховена принадлежит единственная оконченная опера «Фиделио». Однако он писал вокальную музыку всю жизнь, включая 2 мессы, арии, дуэты, песни и цикл песен к далекой возлюбленной, песни о блохе. Бетховену принадлежит 188 обработок народных песен и около 40 канонов. Музыкальная Европа еще была полна слухами о гениальном чудо-ребенке Вольфганге Моцарте, когда в Бонне в семье тенорист придворной капеллы родился Людвиг ван Бетховен. Крестили его 17 декабря 1770 года, назвав в честь деда, почтенного капельмейстера, выходца из Фландрии. Первые музыкальные знания Бетховен получил от отца и его сослуживцев. Музыкальный талант у мальчика проявился рано, поэтому отец пытался сделать из него вундеркинда и второго маленького Моцарта. Так, например, на афише первого публичного выступления в марте 1778 года Людвиг был объявлен 6-летним ребенком, в то время как ему уже шел 8-й год. Вундеркиндом Бетховен не стал, однако довольно рано обнаружилось композиторское дарование. Большое воздействие на него оказал Кристиан Готлиб Нефи, обучавший его композиции и игре на органе, человек передовых эстетических и политических убеждений. Из-за бедности семьи Бетховен был вынужден очень рано поступить на службу. В 13 лет он был зачислен в капеллу как помощник органиста, а позднее работал концертмейстером в Боннском национальном театре. В 1787 году он посетил Вену, познакомился со своим кумиром Моцартом, который, прослушав импровизацию юноши, сказал: «Обратите на него внимание, он когда-нибудь заставит мир говорить о себе». Стать учеником Моцарта, однако, Бетховену не удалось. Тяжкая болезнь и смерть матери вынудили его спешно вернуться в Бонн. Там Бетховен обрел моральную поддержку в просвещенной семье Брейнингов и сблизился с университетской средой, разделявшей самые прогрессивные взгляды. В ноябре 1792 года он окончательно покинул Бонн и переехал в Вену, крупнейший музыкальный центр Европы. Здесь он занимался у Йозефа Гайдна и Антонио Сальери. Хотя ученик отличался строптивостью, учился он ревностно и впоследствии с благодарностью отзывался о своих учителях. Одновременно с учебой Бетховен начал выступать как пианист и вскоре завоевал славу ярчайшего виртуоза. В первой и в последней своей длительной гастрольной поездке в 1796 году он покорил публику Праги, Берлина, Дрездена и Братиславы.
Покровительство молодому виртуозу оказывали многие знатные любители музыки. Их имена можно обнаружить в посвящениях многих произведений композиторов. Однако манера Бетховена держаться со своими покровителями была почти неслыханной для того времени. Гордый и независимый, он никому не прощал попыток унизить свое достоинство. Известны легендарные слова, брошенные композитором, оскорбившему его меценату. «Князей было и будет 1000, Бетховен же только 1». Не любивший преподавать, Бетховен все же был учителем Карла Черни и Фердинанда Риса по фортепиано. Оба они завоевали впоследствии европейскую славу, и по композиции он преподавал у эрцгерцога Австрии Рудольфа. В мае 1799 года Бетховен давал уроки игры на фортепиано дочерям венгерской графини Анны Брунсвик, Терезе и Жозефине. Композитор познакомился с их кузиной, юной графиней Джульеттой Гвичарди. Бетховен понимал, что он никогда не сможет сделать предложение своей возлюбленной из-за сословных предрассудков. Он оставался простолюдином по происхождению. Композитор посвятил Джульетте Гвичарди фортепианную сонату номер 14, известную как «Лунная соната». Позже Бетховен делал предложение Терезе Мальфатти, который, по некоторым данным, он посвятил богатель Элизе, но также получил отказ по причине своего неблагородного происхождения. С 1796 года Бетховен начал терять слух. Причина этого неизвестна. С апреля по октябрь 1802 года Бетховен по совету врача провел в небольшом городке Гельвигенштадт, недалеко от Вены, пытаясь улучшить свое состояние, однако лечение не помогло, и результатом подавленного состояния Бетховеном было написано письмо, известное как Гельвигенштадтское завещание, в котором он заявляет о своем решении по-прежнему жить для и с помощью своего искусства. Со временем его слух настолько ослаб, что в конце премьеры его 9-й симфонии он должен был обернуться, чтобы увидеть бурные овации, но, ничего не слыша, он плакал. Потеря слуха не мешала, однако, Бетховену сочинять музыку. Ему становилось все труднее выступать с концертами, что было важным источником его дохода. После неудачной попытки исполнения своего фортепианного концерта номер 5 в 1811 году он больше никогда не выступал публично. Бетховен использовал разговорные тетради для общения с друзьями в течение последних 10 лет. Он отвечал на письменные реплики или устно, или также вписывая ответы в тетрадь. Эти тетради содержат споры о музыке и по другим вопросам, позволяют получить представление о его личности, взглядах и отношении к искусству. Для исполнителей его музыки они являются важным источником, позволяющим узнать авторское мнение по вопросам интерпретации его сочинений. К сожалению, 264 из 400 тетрадей были уничтожены, а оставшиеся отредактированы после смерти Бетховена Антоном Шиндлером, который стремился сохранить идеализированный портрет композитора. Потеряв надежду на личное счастье, Бетховен принял на себя заботы по воспитанию племянника Карла, сына умершего в 1815 году младшего брата. Это привело к долголетней судебной тяжбе с матерью на правах единственного опекунства. Способный, но легкомысленный племянник доставлял Бетховену много огорчений. Контраст между печальными, а порой и трагическими жизненными обстоятельствами и идеальной красотой создаваемых произведений – это проявление того духовного подвига, который сделал Бетховен одним из героев европейской культуры нового времени. Последние месяцы жизни Бетховен был прикован к постели болезнью, но старые друзья не оставляли его. Он умер 26 марта 1827 года в возрасте 56 лет.
Бетховен остается не только одним из величайших гениев всех времен и народов, но и олицетворением немеркнущего этического идеала, вдохновителем угнетенных, утешителем страждущих, верным другом в скорби и радости. Сегодня вы услышите фортепианные сочинения раннего периода, в которых чувствуется влияние его предшественников Гайдна и Моцарта. Это первые части двух сонатин для фортепиано, предположительно созданные в период с 1790 по 1792 годы. Дорогие юные зрители, что такое фортепиано, вам более-менее понятно. А вот что такое сонатина? Я думаю, вам это слово непонятно. Поэтому сонатина в переводе с итальянского языка означает «маленькая соната». То есть это произведение из нескольких частей для музыкального инструмента. Чаще всего сонатины пишут в качестве учебного репертуара всем начинающим пианистам. И сейчас предлагаю послушать сонатину соль мажор, где звучит мелодия, напоминающая рассказ мамы или бабушки. То есть в этой музыке явно присутствует женское начало. Музыка неторопливая, спокойная и плавная. Итак, сонатина соль мажор исполняет Наина Аргунова, ученица 2 класса, преподаватель Екатерина Кимовна Серпучева. Сонатина фа мажор, наоборот, передает яркий, оптимистичный образ. Музыка активная, солнечная и жизнерадостная. Вся часть состоит из 2 разделов. Если в первом разделе присутствует как бы мужское начало, то во втором мы можем услышать диалог мужчины и женщины. Такой прием будет встречаться часто в последующих его сочинениях. Итак, сонатина фа мажор исполняет Антон Адушинов, ученик 3 класса, преподаватель Диана Ивановна Чемпорова.
Благодарим наших юных пианистов и преподавателей за участие в проекте «Рояля. Волшебные звуки». И пожелаем им дальнейших творческих успехов. Спасибо всем за внимание и до новых встреч!